Пока они копируют то, что делает Татарстан. Это политика нашего театра. Я говорю, ну вот это неправильная у вас в театре политика. Культура у нас всегда финансируется по остаточному принципу. Культура – это самая богатая отрасль. Надо начать работать. Біздің әлі проекты давам ете, һәм біздің чираттағы қонағыбыз Талия Миңнуллина. Здравствуйте, Талия Ильгизовна. Скажите, вот какое у вас самое общее отношение к культуре? Вы указываете на сайте вашем профессиональном том, что вы увлекаетесь чтением книг, музицированием на фортепиано. Там, к сожалению, не указан театр, но мы вас очень часто видим у нас в зале и считаем, что вы очень активный поклонник нашего творчества. Все-таки как вы относитесь к культуре в целом и к театру в частности? Насколько это инвестиционно выгодные зоны? Добрый день, большое спасибо за приглашение. Для меня всегда приятно побывать в стенах родного театра нашего, театра Камала. И вот сегодня в этом новом качестве, да. Спасибо за ваши поздравления ко дню рождения. И вот по поводу, конечно, хобби. Невозможно, наверное, перечислить все. Конечно, какие-то есть у меня увлечения, которые там не указаны. Это сайт все-таки официальный. Там не принято, так скажем, полностью раскрывать свою личность. Это все-таки больше как хобби, конечно, у меня. Я очень люблю театр, я уважаю театр. И считаю, конечно, что каждый, в принципе, уважающий себя человек, скорее всего, к театру относится весьма позитивно и всегда находит в театре что-то, что делает его жизнь поистине краше. Что касается инвестиций в культуру и вообще, вот, допустим, в театральное искусство, здесь, конечно, мы понимаем, что на сегодняшний день это, так скажем, низкорентабельная, низкомаржинальная отрасль. Пока мы не научились, у нас нет пока таких компетенций, и не только у нас в России, даже в мировом пространстве. Сегодня отрасль культуры – это не та, где можно очень много прибыли получить за короткий промежуток времени, да, то есть вот именно возврат инвестиционный, где такой, скажем, скорый. Хотя сейчас эта отрасль набирает оборот, особенно в связи с тем, что она больше уходит в развлекательно-образовательную часть. В этом смысле, конечно, сейчас есть примеры частных, интересных, успешных проектов в сфере культуры, которые окупаются быстро, но это скорее единичные примеры. Больше всего инвестиций у нас приходит в Татарстан, больше половины уходит в обрабатывающую промышленность. Конечно, выгодна сфера недвижимости, development, вот все, что связано со строительной сферой. Сельское хозяйство довольно неплохо тоже. Есть проекты высокорентабельные. Конечно, сейчас IT, информационные технологии очень развиты. Сфера здравоохранения получила такой серьезный, так скажем, толчок для развития, вот особенно в период пандемии и в посткоронавирусной экономике, скажем так. Вот, но сфера культуры, как вот я говорю, пока, к сожалению, там есть единичный пример. Но они есть. И надо понимать, что, наверное, для этого нужна не только успешная бизнес-модель, хорошие финансовые просчеты, хорошие расчеты, правильные, грамотные, но и, конечно, команда, высокопрофессиональная команда, которая может управлять. Потому что, как правило, сфера культуры же творчество, правильно? И административный ресурс – это, ну, немножко другое, да? Всегда спорят, кто должен управлять больницей. Вот главврач, он должен быть кто? Менеджер? Или это должен быть все-таки врач, действительно? Также и в сфере культуры, да? Все-таки, например, вот театром должен управлять человек из этой сферы конкретно, да? Или администратор профессиональный, который будет коммерческую составляющую выстраивать. Вот. Поэтому... Ну, мне кажется, здесь можно сочетание административного и художественного начала, потому что и то важно. Наверное, но для того, чтобы была хорошая коммерциализация, да, это должен быть определенный тип мышления, понимаете? Все-таки творчество, оно предполагает, ну, некий, наверное, полет фантазии, да, и это редко сочетаемые качества. И вот когда все сходятся воедино, мы с вами можем получить такую бизнес-модель, когда есть команда, которая может это реализовать. И сегодня такие проекты уже есть. Просто пока, может быть, не массово, да?
А вот скажите, немножечко с другой стороны, я хочу зайти. Я слышал от достаточно компетентных людей, не знаю, хочу проверить у профессионала, справиться у вас об этом, что чем лучше культурная жизнь в регионе, ну, там, в какой-то локации, в городе, в стране, в республике, тем лучше происходит процесс инвестирования в этот край, республику, область. Правда ли это? Правда ли то, что, ну, мы говорим, вкладываться в культуру, да, не выгодно, не рентабельно, не маржинально, но это же есть еще какая-то имиджевая составляющая. Конечно, безусловно, она есть. Здесь вы правы. Просто вот смотрите, как если мы с вами рассмотрим, в принципе, пирамиду Маслоу, что вот нужно человеку, да? Мы знаем, что внизу низший уровень — это какие-то физиологические наши с вами потребности, да? Говорят, что сейчас туда, вот шутку постоянно я слышу, туда относится Wi-Fi, потому что все не могут уже жить без интернета. Но вот именно удовлетворение духовных ценностей, духовных потребностей, да, оно находится в некотором смысле выше. Мы все знаем с вами эту пирамиду. Поэтому вот чем развито больше общество, тем, наверное, там больше культуры, да? И это, конечно, понятно, что в высокоразвитое общество идут одного типа проекты. Там где-то, там вот сейчас, например, африканский рынок набирает оборот, да? Там можно достаточно за короткий промежуток времени много достаточно заработать, потому что он как бы пустой практически, да? То есть, да, там может быть не такая насыщенная культурная жизнь в отдельных странах, но сейчас там можно хорошо заработать. С другой стороны, где развитые страны с развитой экономикой по классификации Организации Объединенных Наций, к ним относятся Соединенные Штаты Америки, например, Япония, это развитые рынки, да, может быть, они немножко перегреты, то есть они конкурентны, но там и возможность заработать тоже достаточно высокая. Поэтому я могу с уверенностью утверждать, что да, уровень культуры влияет на инвестиции. Но также на инвестиции влияет, наверное, уровень культуры самого инвестора, да? Внутренней его культуры. Его финансовой культуры, его, наверное, да, наверное, да. И, наверное, тех сфер, в которые все-таки он свои вложения делает. Потому что для того, чтобы, например, инвестировать в социальные проекты, как правило, всегда менее, так скажем, рентабельны. Да? И люди, которые я вот, тоже наблюдаю, все-таки я уже 7-й год инвестиционное агентство у нас в Татарстане возглавляю, все-таки в социальные проекты больше идут люди, которые достаточно зрелые в определенном смысле, с высоким уровнем внутренней культуры. Они способны на такие инвестиции, которые, может быть, не так много выгоды принесут в финансовом контексте, но уже удовлетворяют их какие-то внутренние ценностные истории. А скажите, какие вообще факторы, из каких факторов складывается инвестиционная привлекательность региона, и как с этим делом обстоит у нас в Татарстане? Ну, мы понимаем, что, в принципе, задавая этот вопрос, я понимаю, что мы по многим позициям впереди планеты всей, ну, во всяком случае, других регионов России. Ну вот как у нас обстоят дела все-таки? Ну, мы сегодня занимаем 2-е место после Москвы в общем рейтинге субъектов Российской Федерации по, собственно, инвестиционному климату. Вот. Конечно, с федеральным центром сражаться непросто, это, наверное, и не стоит в каком-то смысле даже. Да? А среди других регионов мы удерживаем вот это вот первенство уже долгие года. Мы в тройке все последние вот 5 лет, с тех пор, как этот рейтинг существует. И он оценивает, конечно, в целом качество жизни, как мы и малый и средний бизнес поддерживаем на территории, ну и множество других вопросов. Что влияет на инвестиции? На инвестиции, конечно, влияет рынок потребительский, да, потому что если нет спроса, если ты никуда не можешь реализовать свой продукт, то очень тяжело говорить об инвестиционных проектах. Конечно, финансовые модели, основная составляющая, это бывает сырье, как правило. У нас промышленно-сырьевая база в республике очень серьезная, крупнейшие предприятия у нас расположены, крупнейшие в России, нефтехимического, нефтегазохимического комплекса, например, энергетического, сельскохозяйственного, да, все это, конечно, вот промышленно-сырьевая база большая. Потом логистика очень серьезно влияет, она действительно в финансовой модели
занимает большую долю. То есть вот эта вот история быть ближе к клиенту, она сегодня и к промышленности. Почему я все время возвращаюсь к промышленности? Потому что в структуре нашего валового регионального продукта в экономике Татарстана 50% занимает промышленность. Поэтому мы все еще продолжаем быть промышленным регионом. Вот. Хотя стремимся развивать сервис очень много. Еще влияет на инвестиционную привлекательность, конечно, кадровый потенциал. Это всегда история, когда кадры решают все. Она всегда актуальна, она актуальна и сегодня. То, что сегодня в Татарстане развита история с кластерной экономикой, когда каждая важная для нас с вами отрасль в экономике, она поддержана вузом. Вот для нас важно нефтехимический, у нас есть химико-технологический вуз, есть нефтяной Альметьевский институт прекрасный. Для нас важен авиационный, мы самолеты, вертолеты производим, у нас есть Казанский авиационный институт. Для нас энергетика важна, у нас Казанский энергетический вуз. Медицина важна, Казанский медицинский университет. Значит, Академия спорта и туризма, это, значит, рынок хорека и спорта, да, и так далее, так далее. То есть любая важная составляющая для нас, вот Казанский Приволжский федеральный университет, конгломерат такой, средние специальные заведения, ресурсные наши центры и так далее. Вот все это, конечно, тоже очень важно для инвесторов, потому что они приходят, они хотят получить высококвалифицированных специалистов сразу, чтобы, соответственно, выполнить и реализовать свой инвестиционный проект. Это все влияет. Скажите, а вот пандемия, да, я услышал, сейчас вы сказали, малый и средний бизнес, как вот, насколько пандемия повлияла и как, опять-таки, в сравнительном аспекте Республика Татарстан с этим справляется, с общим таким локдауном? Конечно, серьезный урон нашей экономике был, так скажем, нанесен этой распространением коронавирусной инфекции. Это связано со многими причинами, с тем, что происходит в нефтяном секторе, ну и в целом с мировым финансовым кризисом, конечно, сейчас. Мы упали, так как мы, наверное, лет 15 не падали по цифрам, да, если мы посмотрим именно экономику саму. Но не намного, но раньше мы всегда демонстрировали рост. Вот. Есть предприятия, которые вынуждены были закрыться. Да? Это, как правило, предприятия, у которых не было стратегии развития, которые не понимали, как они будут выглядеть через 3, через 5, через 7, через 10 лет. Это предприятия, которые как бы ориентированы на 1-2 года вперед, и они не умеют планировать. В основном это малые предприятия, и у которых нет никакой диверсификации. Потому что если мы с вами работаем в нескольких отраслях, а диверсификация для инвестора – это история номер один, где-то у него выстрелит инвестиционный проект, где-то, может, что-то пойдет не так, и он всегда может балансировать, да, вот этой своей системой инвестиционных проектов. То есть вот у кого не было диверсификации, совсем какие-то малые компании, может быть, закрылись. Тем не менее, у нас были и новые компании, которые возникли в кризис. Кроме того, хочу вам сказать, что мы очень гордимся теми предприятиями, которые сумели сориентироваться и, наоборот, заработать даже больше. Да? То есть, например, кто это? Производители антисептиков. Они же и раньше у нас были, да? Ну, да. Они тоже хорошо были представлены, но они получили бум. Большой такой рост получила, конечно, электронная торговля, очень серьезный рост. И вот эту вот нишу, которую мы тоже в России хотим занять, активно в ней участвовать, логистическо-оптовых распределительных центров строительства, маркетплейсов размещения, да, тоже вот в пандемию как раз мы занимались большим количеством проектов с этим связанных, и они успешно у нас идут. Поэтому где-то убыло, где-то прибыло, ну, будем работать в тех условиях, которые сегодня есть. Ну, а каковы вообще прогнозы? Как нам планировать нашу жизнь в будущем, в ближайшем? Я понимаю, что это такой вопрос. Ну, знаете, вообще я такой, с точки зрения философии, не особо фаталист. Я считаю, что все в наших руках, все зависит от нас. Наверное, каждый человек творец своей судьбы в определенном смысле. Даже если где-то что-то нам предначертано с вами, то я уверена, что мы можем влиять на то, чтобы менять траекторию своего профессионального и личностного развития. И вот брать на себя ответственность, это, наверное, за свою жизнь, за жизнь своих близких, да, это, наверное, важное качество каждого успешного человека. Поэтому мне кажется, что всегда надо начинать с себя. Каждый человек, который ищет причины,
он их найдет. Человек, который ищет возможности, он тоже их найдет. Поэтому надо искать возможности. Ну, это что касается каждого в отдельности. А вот если говорить об экономике республики... Если говорить об есть ли экономике ресурсы, республики, да, ресурсы у нас, конечно, есть. У нас есть задел, у нас есть определенные инвестиционные проекты, которые были начаты. И да, мы, может быть, немного пересмотрели финансовые модели. Все равно республика продолжает развиваться. У нас идет и строительство жилья, да. Мы не сократили те программы по развитию, которые у нас были. Практически они в полном объеме были сохранены даже по прошлому году. Вот. В этом году тоже пересмотр привел к тому, что мы не можем отказаться уже от заявленных планов по многим направлениям развития экономики. Поэтому, конечно, у нас есть стратегия социально-экономического развития до 30 года. И вот в ней были у нас разные сценарии. Там был сценарий, ну, так скажем, базовый, инерционный и такой оптимистичный сценарий. Пока, конечно, мы вынуждены вот идти по негативному сценарию, потому что такая ситуация, которая сегодня произошла, она вот, ну, как практически невозможно было ее предсказать. Конечно, нет, да. Это такое... Редкий случай. Какая-то негативная история, да. Ну, вот. Поэтому республика будет реализовывать те программы государственные, которые у нас на региональном уровне есть, и, естественно, выполнять те национальные проекты, которые сегодня у нас на федеральном уровне обозначены. А вот меня интересует, вот вы сказали, да, я в это абсолютно верю, что Татарстан лидирующая позиция. А кто дышит нам в спину или вообще как вот... Как бы вы оценили неравномерность, которая видна невооруженным глазом, неравномерность ресурсных и прочих промышленных, человеческих, образовательных программ в разных регионах России? Вот такая... Ну, у нас, конечно, в экономике страны в целом, да, к сожалению, регионов-доноров, их меньше, намного, кратно меньше, да, чем субсидируемых регионов. Да, Татарстан — это регион-донор все-таки. Вот, поэтому здесь, конечно, нас обгоняет по многим показателям Москва, где-то Санкт-Петербург. По отдельным вопросам есть Московская область и Ленинградская область, соответственно. Вот. Ну, если говорить уже непосредственно по инвестициям, то есть регионы, которые достаточно серьезно там развиваются, например, Тюменская область, например, Калужская область, вот, да, за последние годы дала серьезный такой скачок роста. Вот, Ульяновская область очень старательно много мер там предпринимала последние годы. Но среди регионов Приволжского федерального округа, к которому относится Республика Татарстан, мы, конечно, занимаем лидирующую позицию сегодня по инвестициям. Но надо признаться, что у меня вот есть в мобильном телефоне даже чат всех инвестиционщиков России. То есть вот все агентства, которые есть, как я, мы все друг друга знаем во всех российских регионах. Мы иногда делимся инвесторами, говорим, вот у нас нет такого помещения, им срочно нужно, может кто-то из вас даст. Да? Там мы общаемся по каким-то вопросам законодательного характера, совершенствования нормативно-правового поля для инвестиционной деятельности и так далее. Ну, в общем и целом, как бы страна-то вроде бы большая, но все, кто занимается инвестициями, мы все друг с другом знакомы и стараемся, хоть и конкурируем, конечно, безусловно, все равно делиться лучшими практиками. Но здесь, наверное, какой-то принцип сатруенции действует. Чем лучше там, тем лучше и у нас. Или есть такая жесткая борьба за какого-то инвестора? Зависть, конечно, есть какие-то вот другие истории. Понятно, это все никто не отменял, но все равно надо признаться, что я очень горда вот нашей республикой, Республикой Татарстан, потому что всегда, и не только с завистью, но и с восхищением наши коллеги, по крайней мере в инвестиционном блоке, отзываются о том, как сегодня организована работа. Вот инвестиционное агентство, которое я возглавляю, да, мы по принципу одного окна. Инвестор к нам приходит с крупномасштабным проектом от 350 миллионов рублей, и мы ему помогаем, значит, реализовать его проект на территории. А у него вопросов очень много. Где приземлить, какую площадку выбрать, где разместить производство, какое сырье, где его взять можно, где местные поставщики
поставщики, есть ли они, значит, куда можно сбыт здесь организовать, как здесь набрать персонал, здесь есть ли разрешение на иностранную рабочую силу, там, пусконаладочное производство, когда идет пусконаладка оборудования иностранного, например, все равно нужны эти специалисты, да, и множество других вопросов, которые возникают у инвестора. Вот все этим сопровождением инвестиционных проектов как раз занимается агентство, которое я возглавляю. И у нас достаточно большие объемы, вот это почти 550 миллиардов рублей внебюджетных денег, годовой объем, да. И по прошлому году, это не по прошлому, а 2019, получается, это у нас было больше 600 миллиардов рублей. Это частных инвестиций в основной капитал, да, именно из внебюджетных источников. Вот этот показатель, это индикатор работы нашего агентства, поэтому мы должны его выполнять. Вот, это очень непростая работа, конечно. А вот такой вопрос, мы понимаем, что экономика так или иначе связана с политикой. Сегодня мы наблюдаем, я безоценочно говорю, мы наблюдаем некий кризис отношений Российской Федерации и западных стран западной цивилизации. Как это меняет инвестиционный климат и меняет ли вообще, или у нас есть другие партнеры на Дальнем Востоке, в Африке, как вы говорите? То есть в случае ухода каких-то мы сможем заменить их альтернативными? Ну, знаете, я работаю в экономическом блоке, все-таки политика это относится больше к прерогативе нашего федерального правительства. И, мы все-таки здесь, ну, как бы мы хотим и личностно, и профессионально с человеком общаться. Но, на ваш взгляд, это безоценочно? У нас сегодня есть 79 стран, которые являются инвесторами Республики Татарстан. Вот это именно я говорю, конечно, про частные инвестиции, потому что я именно за частный капитал отвечаю, да? Значит, у нас 79 стран. Номер один. Самое первое место кто у нас занимает? Кто больше всего вкладывает из государств? Может быть, других? Китай? Нет, это Турецкая Республика, конечно. Турецкая, ага. Турецкая Республика. И, кстати, вот мы с вами находимся в театре национальном, и мы считаем, что во многом именно то, что мы с ними схожи в части истории, культуры вопросов, да, общий, у нас немножко язык похож с турками. Вот они это очень ценят, относятся к этому трепетно, и нам это, конечно, сильно помогает. В том числе поэтому тоже. Конечно, есть множество других причин. Во-первых, это мы не так далеко друг от друга расположены. Они заходят в Татарстан и не только на наш рынок, а на рынок всей страны. И вот если мы посмотрим все инвестиции, которые с Турецкой Республики идут в Россию, больше половины приходится на Татарстан. То есть именно в Татарстан они очень много вкладывают. Тоже в основном обрабатывающая промышленность. Но турецкие компании, которые у нас работают, они десятилетиями приводят сюда партнеров своих поставщиков приводят, потому что у них клановость тоже очень разная, друг с другом так дружно работают и общаются, вот. В целом, и потому что, конечно, в первую очередь, они довольны нашим инвестиционным климатом, потому что если бы они были недовольны, они бы свои реинвестиции не делали. То есть они прибыль не уводят из Татарстана, а снова вкладывают в развитие. Вторую открывают очередь завода, третью очередь завода. Вот. Это, конечно, для нас очень ценно. Ну, почему я сказала про Турецкую Республику? Потому что, у нас с ними отношения, конечно, очень крепкие сложились за эти годы, и потому что они первое место по общему объему инвестиций занимают в нашей экономике среди всех стран. Вот, среди стран Европы у нас тоже есть множество инвесторов. Это Франция, Германия, это Австрия, это Финляндия. Я могу еще назвать, в общем-то, те страны, которые я назвала, оттуда большее количество компаний, есть и другие. Вот. И Китай тоже начал сейчас инвестировать, но они пока у нас вот даже, фигурируют в первой десятке. Вот. И у нас есть американских инвестиций тоже немало. Поэтому не так много у нас инвесторов первых, которые как раз моя команда привела за годы, что я работала здесь, в этом агентстве. Это мы сделали первые японские инвестиции в Татарстан, первые корейские, южнокорейские, естественно, и Арабские Эмираты. Вот. Это были первые инвестиции, инвестиционные проекты, которые из этих стран пришли за последние годы, то есть чтобы поднять количество стран, потому что первые проекты из этих стран, они самые сложные. То есть люди боятся, почему из моей страны больше никто не пришел на этот рынок, задают они себе вопрос. В общем-то, логичный. Вот. И приходится преодолевать барьеры. И какой-то даже, если кто-то приходит, то потом какой-то эффект домино возникает. Да, конечно, это история успеха, понимаете, мы можем сказать. Потому что одно дело, я говорю, инвестируйте в Татарстан, а другое дело, это говорит уже из их страны, из соотечественника, который говорит, я все проверил,
там отлично можно делать бизнес, инвестиционный климат хороший, правительство оказывает максимальную поддержку всестороннюю и так далее. Это уже совсем другой уровень. Поэтому мы, когда ездим и организовываем круглые столы за рубежом, всегда берем из этой страны инвестора из Татарстана, чтобы он мог там сказать с трибуны, чтобы не только мое было выступление о том, как вот мы здесь хорошо работаем, а именно вот чтобы на примере, да, что вот действительно есть компании, которые здесь, которым комфортно. Вот. Поэтому политика политикой, бизнесмены, предприниматели, они же немножко вот юркие такие люди, да, где-то хитрые, где-то вот они могут маневрировать, они гибкие, потому что они в конкурентной среде, как правило, вращаются, да, им надо постоянно адаптироваться под потребности клиентов, под какие-то инновационные изменения, под конкурентов там, и так далее, и так далее. У них очень такая непростая история, поэтому если есть экономика в проекте, он дорогу найдет, скорее всего, этот проект. Я не могу не задать вопрос. Все-таки интересно, правда, потому что какое-то время наши республики развивались очень параллельными курсами. Про Башкортостан, вот в сравнении с Татарстаном, в чем есть у них какие-то выигрышные стороны, может быть, инвестиционного характера? Ну, выигрышные стороны. Как? Во-первых, это наш дружественный регион, наш сосед, да. Традиционно татары с соседями всегда были в хороших отношениях, да, в деревнях. Даже вот наша вот история и сейчас это продолжается. Вот все-таки, конечно, мы дружим, общаемся, и с моими коллегами из инвестиционного блока тоже ведем работу. Но пока они копируют то, что делает Татарстан. Пока на сегодняшний день у них очень серьезно идут сейчас маркетинговые ходы и политика. Они очень много вкладываются именно в то, чтобы инвестиционное продвижение освещалось. Но, конечно, вот этот вот разрыв, который образовался между нами на сегодняшний день, ликвидировать вот так в одночасье невозможно. Поэтому, ну, насколько мы имеем возможность там оказывать какое-то содействие, мы это тоже делаем консультативно, административно, где-то вот, где можем, всегда помогаем. Ну, так мы немножко с экономикой как-то, насколько можно, мы немножечко разобрались, какие-то вопросы прояснили. Давайте поговорим про театр все-таки, поскольку мы в театре. Вот вы говорите, что ну, до начала нашего интервью вы сказали, что у вас даже был опыт выступления на нашей сцене. Не могли бы вы немножко рассказать о вашем детстве? Кто вам привил любовь, интерес к театру, к культуре, к музыке? Ну, конечно, семья. Конечно, родители, безусловно, потому что у меня и папа, и мама оба достаточно так серьезно увлечены театральным искусством и всегда водили меня в театр, и сейчас мы ходим в театр вместе. Это, конечно, очень приятно, и я глубоко убеждена, что вот такие вещи, как хороший вкус, да, а театр — это, безусловно, так скажем, один из индикаторов для меня, человека с хорошим вкусом, в принципе. Это то, что прививается в детстве. Зрелому человеку уже тяжело, если это не было с ним на протяжении там, подросткового возраста, да, детского, юношеского периода. Уже сложно это вот привить, мне так кажется. Вот. Мы ходили в театр юного зрителя. Сейчас я, конечно, туда, честно сказать, не захаживаю. Вот. Мы ходили в театр Камала тоже, и в театр оперы и балета, конечно. Частенько в БКЗ, и до сих пор тоже я хожу в театр Тинчурина, в Качаловский театр. Ну, то есть, как бы сказать, что я не участвую в театральной жизни, я не могу. Конечно, да, у меня большая загрузка профессиональная, но я стараюсь время от времени хотя бы обязательно театр посещать. Ну а что это, кроме семейной традиции? Вот что, зачем вы идете в театр? За какой эмоцией, за какой мыслью, может быть? Что вы ждете от нас? Ну, во-первых, конечно, я иду за новыми впечатлениями. И часто я нахожу, даже в тех постановках, которые я уже смотрела, новые вещи. Каждый раз, ведь нет одинакового одного и того же спектакля, каждый раз он новый. Даже если это тот же самый актерский состав, мне кажется, что если есть достаточная степень
развития у человека, он всегда может найти что-то новое, что-то интересное, что-то ухватиться за что-то там, да. Вот даже классическую литературу, которую мы читали с вами в школе, и вот сейчас мы с вами ее перечитываем, но это же совершенно другая история, это вообще абсолютно другие вещи, да, которые мы там видим. Также и в театр. Каждый раз, когда приходишь, видишь, и это и эмоциональная история, и рациональная история. Это новые мысли какие-то, новые идеи, которые появляются. Это всегда возврат к тому, что действительно важно, потому что в большой суете мы часто об этом забываем. Вот. Ну, конечно, сцену эту я знаю. Я в детстве занималась профессионально танцами в детских коллективах. Вот. И в юношестве тоже хореографией занималась. И поэтому для меня была большая честь стоять как артиста танца, вот, в том числе на этой сцене театра Камала. Здорово. А вы можете что-то рассказать о своих репертуарных предпочтениях? Ну, то есть какие-то последние спектакли запомнились? И вообще, что вам больше нравится смотреть? Драмы, мелодрамы, комедии, трагедии? Есть какие-то такие? Ну, я думаю, что во всем есть, конечно, свой вкус, так скажем, да, во всем есть какая-то своя позитивная и интересная такая история. Вообще, мое знакомство с театром Камала, оно началось, как это ни странно, с костюмерной. Вот у меня была Давяника, бабушка моя, Талия Сафаргалеевна, меня в честь нее как раз Талия назвали. Она жила вот в доме Татарстан-7 в Казани, это вот прям по соседству с театром Камала. Ну, да, я хорошо ее знал. Это моя соседка. Вот. И значит, в этом же доме жила женщина, которая работала в костюмерной. Вот. И как-то раз, значит, бабушка, я попросила, и вот бабушка говорит, конечно, давай сходим вместе. Она привела меня в эту костюмерную. Я совсем, конечно, была, возраст совсем у меня был маленький, да, это там начальная школа. Вот. Я была, конечно, совершенно потрясена необычайным буйством вот этих вот красок, потом вот этих украшений, да, как эти костюмы татарские. Тогда я была под большим впечатлением, потому что я еще не была именно на самом спектакле ни разу, да, и уже попала в костюмерную. Вот. И, конечно, у меня это вызвало такой интерес, что я уже потом попросила, что давай мы сходим уже в театр, посмотрим вот, с бабушкой, с моей Давяникой. Вот. Поэтому с детства, конечно, поскольку я живу в Казани, понятно, что это тот театр, в котором я бывала и сейчас бываю. Но если говорить про постановки, я вот ходила на, допустим, Махаббат ФМ, вот приезжал у нас один по нашему приглашению гость из Организации Объединенных Наций, он из Женевского офиса, это Европейская штаб-квартира ООН, лекцию читать по экономике, и он мне говорит, ну, он там уже, так скажем, в третьем возрасте находится, и говорит, я уже все видел, я весь мир, из Швейцарии он, значит, да, и говорит, все я знаю, только бы мне что-то национальное. А у него буквально вот визит сутки. И я открываю, и в этот день идет Дельфрус. Спектакль, и мы с ним тут же пошли вместе, и он так смеялся, он столько получил удовольствия. Вот, конечно, английский идет перевод, и мне пришлось некоторые вещи ему объяснять. Например, в этом спектакле есть такой эпизод, где главной героине подходит, значит, актер и говорит, вот он говорит ей, значит, ты про меня еще в новостях будешь читать, еще из новостей про меня узнаешь. А она ему отвечает, из перехвата, что ли? Да, это вот криминальные новости местные. Но ведь он приехал из Женевы, он же нас телевизор не смотрит, он же об этом не знает. И я вот ему комментировала некоторые вещи, да. Поэтому есть, конечно, здесь какие-то шутки, которые, может быть, не сразу понятны. Ну, если идти с сопровождением кто-то, да, поэтому я не только с гостями сюда хожу, хожу и со всей семьей. Вот были гастроли. Здесь и на гастроли других театров мы приходим с семьей. Последний раз я была на постановке «Женюсь». Меня очень впечатлило то, что вот технологически стало так как-то по-новому все здесь. Я была очень удивлена. Вот. Некоторые шутки из этого спектакля потом рассказала коллегам тоже на работе. Больше всего, вот если из всего репертуара, что я здесь смотрела, на меня впечатление произвело постановка «На закате».
она не так давно появилась, да, и она как-то из того репертуара, который я видела раньше здесь, мне показалось, отличается так принципиально, что ли. Вот. Мне понравилась она. Интересно было. Заставила задуматься? Да, интересно. Вообще это и неожиданная развязка, вот этот сюжет неожиданный такой, да. Я тоже порекомендовала вот друзьям все-таки сходить на эту постановку. Хорошо. А в другие театры вы часто выбираетесь? Ну, часто, не часто, конечно, но стараюсь уж. Вот недавно проводила корпоративное мероприятие. Мы с агентством вместе ходили в театр «Сдвиг». Это частный театр небольшой, да, камерный театр совсем. Это вот сейчас как раз набирает оборот такого рода бизнес-модели. Мы смотрели там постановку, а потом я еще раз туда уже сходила с мамой. На сердце Луиджи, а мы смотрели «Шестое чувство». Вот. Конечно, всегда в театр оперы и балета хожу много. Весь репертуар я там уже видела. Ну, с гостями часто хожу и получаю большое удовольствие от этого. Да. Если есть премьера, конечно, тоже всегда для меня большая радость. Вот. Ну, молодежный театр на Булаке. Нет-нет, захаживаю, несколько постановок я там видела. Вот. Ну, вот, как я и сказала, то есть театр Тинчурина, Качаловский. Никогда не была в театре кукол, поскольку пока у меня нет детей, и как-то не очень актуально для меня. Вот это театр, в котором я вообще ни разу не была внутри Татарстана. Ну вот да? только сегодня на встрече с президентом худрук этого театра сетовал. Как же, мы же целую программу запустили спектакли для взрослых. У нас много спектаклей для взрослых. Президент говорит, нет, он же должен быть для детей. Но у нас же, говорит, вечера пустуют. Почему бы им вечером не поиграть для взрослых? А ну ладно, говорит, если они не приносят ущерба детским. Там есть довольно много постановок не для детей. Серьезно? Да. Я схожу. Я Там даже есть, не знала например, об этом. очень интересный спектакль «Альфия», про Альфию Авзалову. Он очень посвящен биографии. И не только биографии, в общем. Вот такая очень интересная постановка. Ну вот, в общем, можно дополнить. Спасибо. А как еще ваш... Не за что. Как еще ваш культурный досуг? Из чего он складывается? Я понимаю, что человек вашего уровня и рабочей загруженности, конечно, очень мало времени свободного, но тем не менее, книги, музыка. Да, ну вот если говорить про театр, я, конечно, не только в Татарстане театр посещаю, конечно. да, то есть я и вот там в Москву иногда бывает летаю, если получается, да, по графику, и в Петербург тоже. В этом смысле, конечно, я считаю, там вот Большой, Мариинка, это гордость нашей страны. Вот. И то же самое касается драматических театров. МХАТ, это в первую очередь БДТ, самый мой любимый театр, наверное, в Петербурге, это все-таки театр Европы. Малый драматический театр Льва Додина. Я его очень люблю, много постановок там посмотрела. Я считаю, что он вообще, конечно, гениальный просто человек и специалист. Вот. А досуг, ну, конечно, чтение книг. Понятно, я играю в шахматы на айпаде, очень много в самолете, когда вот перелеты и так далее. То есть есть возможность, закачала программу, вот играю. Я и в детстве в шахматный клуб ходила, как-то меня эта игра очень увлекает. Я играю в бадминтон. Достаточно часто посещаю спортзал, стараюсь каждый день, но не всегда получается. Поэтому получается где-то там всего 3-4 раза в неделю в конечном итоге. Хожу фитнесом, занимаюсь, плаванием занимаюсь. Вот. Ну, я очень люблю готовить. К сожалению, тоже для этого нужно много времени, потому что подбор продуктов — это тоже как бы одна из составляющих. Выбор специй, да, конечно, и элементарно там потом приготовление пищи, это все равно, ну, целый процесс занимает длительный период времени. Вот моя бабушка научила меня пироги печь, и как-то вот тоже с детства у меня эта история идет. Что еще рассказать? Ну, в принципе, я позитивно достаточно отношусь к кино, но редко понимаю современные фильмы. В основном очень люблю советские фильмы. Люблю советское кино и часто пересматриваю, так скажем, хиты. Вот. В современном мире мало таких фильмов, которые вот я могла бы сходу сказать, да, вот этот фильм, который действительно интересный. В основном это какие-то победители фестивалей, какое-то такое, ну, профильная история. Ну, например, испанский фильм «Платформа» недавно я смотрела. Это очень интересный фильм о социальном неравенстве людей.
А что вам, как вам кажется, вот, может быть, в театрах, может быть, в общем, в культурной сфере республики нашей чего-то не хватает, может быть? Конечно, не хватает. Я думаю, не хватает, во-первых, компетенций, кадровый вот состав. И я сейчас говорю не про, конечно, не про актеров, не про артистов балета, ни в коем случае, наоборот, в этом смысле я считаю, что у нас там одни из лучших, и даже вот когда гастролируют у нас какие-то федеральные истории, часто состав, ну, как-то даже смотришь и думаешь, ну, неужели это федеральный театр, да, какой-то. Bывает и такое, вот. В основном у нас в этом смысле все хорошо, как мне кажется, а вот в контексте управления этими объектами я все равно больше, как бы, ну, постоянно говорю про работу, да, возвращаясь к инвестиционным коммерческим историям. Ну, это нормально. Все-таки в зарубежных странах есть определенная культура коммерциализации. Вот нам этого сегодня очень не хватает. Вот, допустим, приходишь в театр, да, за рубежом, ну, я не хочу там какие-то конкретные театры сейчас называть, но, в общем, организована работа так, что ты приходишь, тебе говорят, значит, пожалуйста, пройдите фотозону. Там уже сразу тебе какую-то копеечку ты кладешь, чтобы сфотографироваться там, да, например, на свой фотоаппарат. Может, на профессиональный фотоаппарат. Пока идет спектакль, они тебе распечатают, красиво передадут. Там сувенирная продукция представлена, и она совершенно разнообразная. То есть там масса, это не какой-то там ларек скудный, а действительно серьезные там, с актерами, там, с их автографами, да, разные там вещи. Вот все это копейка. Вот даже элементарно сфотографироваться после спектакля с этими актерами, и то стоит каких-то денег. Все это идет в фонд, в общий бюджет. И вот с миру по нитке, как говорится, по чуть-чуть, все равно это все идет. Если, допустим, есть... Вот я вот в прошлый раз была с этим иностранцем, я вам говорила, да? Я подошла наушники сдавать. Я говорю, с нас сколько? Она говорит, нисколько. Вот, это, говорит, у нас услуга аренды. А я говорю, что за аренда такая бесплатная? Такого в мире такого никогда нет. Я говорю, вы почему деньги этой женщине? Я говорю, не забирайте. Говорит, это политика нашего театра. Я говорю, ну вот это неправильная у вас в театре политика. Надо брать хоть 50 рублей, хоть 100 рублей, хоть обязательно, вот надо коммерциализировать эту историю. Понимаете, чтобы театр имел возможность развиваться. Потому что бюджет, он дает возможности для развития новых постановок, да, поиска каких-то новых, даже новых костюмов, даже технологическое оснащение, там, эксплуатация, это же все денег стоит. Вот. И потом дни, когда театр простаивает, да, вот история с гастролями, но это тоже определенные компетенции, которых вот сегодня в современных у нас вот театрах пока, ну вот не так они развиты. И здесь есть куда двигаться. Потенциал большой в этом смысле, мне кажется. Вот этого вот очень не хватает. Скажите, а вот это ведь проявление, наверное, этой культуры коммерциализма, вы вполне могли бы, например, просить у нас входные билеты какие-то, ну, пригласительные, а между тем вы как бы предпочитаете сами приобретать билеты. Это тоже часть культуры. Конечно. А как же? Я вообще считаю, что каждый уважающий себя человек обязательно должен купить билет. Обязательно. Как это он бесплатно придет? Что такое? Как это вообще возможно? Я вообще этого не понимаю. Тем более, что удивительно, это, как правило, бесплатно просят те, кто может купить не только себе, но и соседу, как говорится. Да. Это вообще для меня очень удивительно. Я как раз о Стеблишпильце говорю. Ни в коем случае. То есть мне кажется, что очень грамотно и правильно, наоборот, брать, да, если есть там, ну, финансово-экономическая какая-то возможность, обязательно надо брать хорошие места и это оплачивать. И это пригласительное, это, наверное, хорошо, если это какой-то юбилейный вечер или концерт какого-то человека, который вот действительно просто хочет собрать своих друзей. Но если это спектакль идет, то за это нужно платить. Замечательно. Нет, мне очень импонирует ваша позиция. А как же? А вот скажите, вот опять-таки в связи с истеблишментом нашим татарстанским, вот когда у нас был на первой самой программе «Але», вот на нашей первый президент и сегодня государственный советник Республики Татарстан Митимир Шайбиев, мы его спросили о том, вот как-то, вот он же любил театр, ходил, и вместе с ним подтягивалось какое-то количество чиновников, деловых людей и прочего. Сейчас как-то Рустам Нургалиевич, может быть, не так часто посещает театр. А вообще, почему? Ну, мы видим, что в среднем достаточно, ну, представители крупного бизнеса или чиновники высокого уровня, они
Причем не только наш театр, они вообще редко ходят в театр. С чем это связано, как вы думаете? Ой, я так люблю Ментимир Шарифовича, я рада, что вы про него сказали. Мы все его любим. Уважением отношусь к нему, конечно, да, и когда вот я бываю, допустим, в БКЗ, да, я его тоже там часто вижу, он бывает, и ходит, и сейчас тоже, да. Что касается там других чиновников высокого ранга, я встречаю своих коллег в театрах, встречаю, да, может быть, там не всех, но есть среди нас такие люди, вот, например, Камалтынов Юрий Земельевич, Государственный совет, или вот Нигматуллин Рустам Камильевич, вице-премьер первый наш, он ходит часто, достаточно посещает. Вот, ну, то есть мы друг друга, ну, как бы идентифицируем, конечно, знаем, да, кто вот любит ходить в театр. Ну, это, наверное, какая-то внутренняя вот культура человека, конечно, да, это, наверное, его, там, сказать, чтобы у нас президент не ходил текущий, да, нынешний Рустам Нургалеевич, но он ходит в театр тоже, и он ходит в разный театр. Просто у него отраслей много, конечно, да, и везде нужно поспевать. Такая работа, тем более сейчас экономическая ситуация такая сложная, что так просто не получится вечер скоротать. Вот, допустим, вчера было воскресенье, он проводил совещание, оно началось в 14 часов, все правительство на нем присутствовало до 19 часов, воскресный день, понимаете? Поэтому, как бы, ну, не всегда такая возможность есть, если даже и желаний. Ну, в любом случае, периодически я встречаю своих коллег в театре, и мне очень приятно всегда их там видеть. Я ведь не случайно спросил. Дело в том, что все-таки я прекрасно понимаю, как тяжело сейчас в экономике, и очень тоже отдаю себе отчет о степени загруженности президента. Но, тем не менее, ведь с культурой тоже не все благополучно. Не все благополучно с языком. А театр, особенно татарский театр, наш театр в первую очередь, я не могу это не сказать, в какой-то степени и театр оперы и балета, Тинчуринский театр, это ведь, понимаете, приход первых лиц, не только президента, я имею в виду других, это же еще и определенное повышение статуса театра, статуса самого, значит, такого культурного досуга, как Слушайте, посещение театра. Если мы уж с вами заговорили про язык, то, наверное, грех не сказать, сколько всего сегодня Рустам Нургалеевич делает для того, чтобы сохранить язык, да, для того, чтобы действительно на нем говорили, да, он говорит сам на совещаниях очень много, и вот полномасштабная программа была принята у нас в республике, которая именно направлена на сохранение языка, учебная литература. Сегодня IT-платформенные разные решения, информационные технологии развиваются, мобильные приложения для детей, игры разного рода, вот на татарском языке, потому что язык, он жив, пока мы с вами на нем говорим, да? Вот Всемирный конгресс татар, как он поддерживает. Потом каждый раз мы говорим о татарских диаспорах. Мы очень часто встречаемся с татарскими диаспорами и в странах дальнего, ближнего зарубежья в том числе. Очень большая диаспора. Вот, например, поразила меня просто диаспора в Хельсинки, например, финская диаспора, одна из самых молодых в мире, которая у нас сегодня есть. Большая диаспора в Калифорнии, когда люди говорят только на английском языке и на татарском. Вот. И вы знаете, они в Калифорнии даже выпустили учебник на английском языке, татарского языка учебник. Вот. Поэтому надо сказать, что в республике очень много делается для того, чтобы язык действительно сохранялся, да, для того, чтобы мы продолжали на нем говорить, и он будет жить ровно столько, сколько мы будем этим заниматься. Ну да, я абсолютно не в упрек, просто о том, что ведь все равно, вот смотрите, вот если мы берем там экономику, отношение к культуре, культура у нас всегда финансируется по остаточному принципу. Культура всегда самая нищая. Ну как? Нет, ну как? Как культура? Что по там остаточному... вы сказали? Нищая? Да вы что? Культура — это самая богатая отрасль. Потому что богатство, оно в нашей душе, в наших ценностях. И это в культуре, понимаете? То есть все не так. Вы все переворачиваете. Вот смотрите, самые вещи в жизни важные какие? Бесплатные. Любовь, понимание, уважение. Это что? Это тоже часть культуры человека. Ну, и это самая богатая отрасль на сегодняшний день. А если возвращаться к вопросу финансирования, то сегодня у нас... Я не про культуру как институт, я про культуру как бюджетную отрасль. Хорошо, давайте как бюджетную отрасль. На сегодняшний день посмотрите реконструкцию наших театров, сколько мы вкладывались. Да? Вот даже вот вы говорите театр кукол. Вы где такой театр кукол-то видели, кроме как в Казани? Это же обалдеть можно. У нас все инвесторы спрашивают, это что там за здание такое, нельзя ли где-то там рядом пройти?
пройтись, хотя бы фотографию сделать. Вы посмотрите, сколько сегодня делается. Вот мы даже цирк полностью, да, отремонтировали. То есть говорить о том, что сегодня там она как-то не так финансируется, не знаю. Конечно, денег всегда мало, всегда их не хватает. Я вот еще ни разу не встретила человека, который бы сказал, что ему они не нужны, потому что они у него уже много и хватит уже. Конечно, любая отрасль, любого министра спроси, он скажет, конечно, мне нужно, не хватает бюджета, мне нужно еще, потому что есть много идей, но есть какие-то первостепенные истории, да, и первостепенные истории, вот мы с вами опять возвращаемся к потребностям человека, да. Первостепенная история – это удовлетворить, так скажем, население в части социальной работы, это образование, это здравоохранение, это ЖКХ в первую очередь, да. И вот когда мы начинаем уже некое ранжирование, то культура, она может быть, это какой-то следующий некий уровень, да, наверное, уже следующий уровень работы, так будем говорить. Вот отсюда все и идет. Да, ну, конечно, я бы мог сказать, что сегодняшняя встреча президента с представителями интеллигенции началась с того, что в Театре кукол давно течет крыша, что очень многие, ну, там, разговаривая там, с директором цирка, тоже, да, реконструкция, но там есть проблемы тоже по этой части. Да, проблемы везде есть. Да, нет, просто я же о чем хочу сказать. Вот по сути все равно, мы же понимаем, сколько уходит там на элементарно на какие-то силовые структуры, на, пускай там, да, надо обеспечить безопасность. Я все понимаю, но ведь от нашего поколения, от нашего времени останется только культура. Не останется ничего, ни денег этих, ни каких-то других вещей, ни иерархии, которые сегодня существуют. А останется то, что имеет, что конвертируется во все, да, что свободно конвертируется, это только произведение искусства, культура. Ну, как бы, они не стареют, они не подвергаются девальвации. С годами полотна старых мастеров не становятся менее интересны. Или... Ведь, ну, вот все равно, мы же понимаем, вот, ну, зарплаты в культуре, их же не сравнить там с какими-то другими сферами, бюджетными даже теми же. Я сейчас не говорю там про конкретный какой-то наш театр, но в целом, если мы берем культуру как сообщества и библиотек, и музеев, маленьких иногда. Вот мы с вами сейчас вновь возвращаемся к тому же вопросу, который мы обсуждали ранее с точки зрения коммерциализации объектов. Есть эксплуатационные расходы учреждений. Да? На сегодняшний день у нас есть примеры внутри республики, которые действительно зарабатывают больше, чем им дает бюджет. Это цирк, это кукольный театр, тот же самый, который мы сегодня с вами много обсуждаем. У нас есть такие учреждения, музейные комплексы такие есть. Вот надо стремиться к тому, чтобы вот эта вот коммерческая составляющая была больше. Можно сколько угодно сидеть и причитать, здесь нам не дали, тут там не так, все, мы тут не успели, почему ничего не пришло ко мне, да? А можно начать работать. Вот надо начать работать. Поэтому, чтобы начать работать, нужна профессиональная команда, нужна люди, у которых горят глаза, которым это интересно. Надо любить свою работу. Если ты не хочешь помогать этому театру, не надо здесь работать. Уйди оттуда. Не мешай, лучше займись чем-то, что тебе действительно близко по духу. Вот мне кажется, что надо в первую очередь начинать с себя и повышать компетенции, о чем я сегодня уже не в первый раз вам говорю, именно в области управления этими объектами с точки зрения менеджмента. Потому что я уверена, что можно массу сделать интересных маркетинговых историй через СММ, через социальные сети, которые привлекут в театр больше людей, поднимать общий чек, да, чтобы больше продавать, больше работать с корпоративными историями какими-то, привлекать из других регионов сюда, и театры, и зрителя тоже, да, делать какие-то скидочные программы, убедиться, что у меня театр работает как земля. Вот земля должна работать, также и театр должен работать. Театр – это тоже почва, значит, для развития, понимаете? Вот каждый день должен быть расписан. Утром у нас это, здесь днем так, смена там декораций идет, дальше перенастроились, вечер снова, да, дальше, да. И вот должен быть график такой, чтобы не продохнуть было здесь. Тогда будет это эффект. И люди должны работать здесь, которые хотят, чтобы так было. Не просто вот они сидят и ждут, сейчас мне что-то дадут, я тут вот что-то организую. Так это не работает, эта система. Любить надо свою работу. И чтобы вот люди такие были, которые хотят, чтобы был оттуда эффект. И он тогда будет. То есть это возможно? Я уверена, что это возможно. Я же вам даже вот говорю. Да, нет, я понимаю. Нет, я же сейчас, понимаете, даже диспозиция нашего театра, который даже в пандемии умудрился зарабатывать деньги. Да, вы же в онлайне показывали. Конечно, нет. Да, я но смотрела. Когда я говорю о сфере культуры, я вот больше всего думаю об этих
Ну да, Казань, 1,5-миллионный практически город, в общем-то, с развитой инфраструктурой. А приезжаешь куда-нибудь, например, в Мензелинск или в Буинск, где население 16-17 тысяч с постоянным убыванием, поскольку высасывают крупные города. И там тоже театры, как могут, стараются, но они даже цены на билеты поднять не могут. И в силу того, что не получается, потребительская корзина не выдержит, треснет. Вот, я же беру в целом, потому что какие-то театры-лидеры... Вот сейчас недавно есть такой центр имени Мирхольда, замечательный в Москве, просто очень передовой по многим технологиям, и там менеджерка их тут разразилась такой в Телеграме отповеди всему, что как не ценит труд менеджера, почему к нему отношение как к служащему персоналу, хотя в театре менеджер — это тоже креатор, это тоже как бы создатель контента. И почему худруки лезут в дизайн? Что они в этом понимают? Они что знают про таргетирование, про маркетинг? Почему они ориентируются на свой высокий вкус, не понимая того, что, может быть, зрителю нужно чуть хуже Надо же, как обертку? интересно. Мне всегда казалось, что в театре больше интриг происходит между вот актерами, как-то вот они межличностные отношения какие-то выясняют. Нет. А вот это вот, оказывается, целый мир вот этих разных профессий внутри театра, которые тоже между собой, конечно, там Просто, как-то понимаете, отношения выясняют. актерская профессия, ее основные принципы не менялись там тысячелетия. Актер играет роль. Кто-то ему написал, он выходит и играет перед зрителем. Ну, как бы странно видеть зрительный зал без зрителя и играть в пустоту. То есть есть какая-то структура. Актер, роль, зритель. А сейчас с развитием технологий появилось огромное количество профессий, нужных театру. Ну, например, как вот... За последние 10 лет просто я вижу, как оснастился наш театр, как оснащаются другие театры. Вот я сейчас был в театре в Перми, там два поворотных круга, один в другом, плюс они еще разделены на сектора, и они вот так вот ходят на полужирных механизмах, и еще вот там наверху что-то черти что творится. Ну, технология захватывает. Как же? Это же должен кто-то обслуживать. Конечно. Сейчас уже не может быть в театре просто осветителя. Человек, который стоит там с одной лампой, сюда актер пошел, он за ним. Здесь уже целый такой комплекс, все на компьютерах, на программах, и плюс это требует повышения компетенции. Поэтому действительно театр развивается. Вот вы правы, абсолютно. И здесь не то чтобы интриги, здесь все равно споры о новой и старой философии театра. Потому что... Ну да, и зритель где-то, наверное, меняется. Когда, например, смысле, да? Некоторые зрители меняют театр, общество меняет театр. И театр влияет на общество. Но это такой взаимный процесс. Поэтому, да, вы правы. И я не могу не согласиться с тем, просто действительно, что нужен мерч, нужны какие-то там дополнительные активности. Просто, к сожалению, вот не все могут поменять философию. Вот эта ситуация, я творец, никому не понятый. Ну, знаете, ради справедливости, давайте мы с вами скажем, что все-таки вот если мы везде вот этой инновации сделаем, так скажем, все это здесь перечеркнем, здесь все сначала начнем, все везде будет новое, так, наверное, тоже будет не совсем правильно, да, потому что вот и Татарстан испокон веков, он и тем и славится тоже во всем мире, что всегда есть уважение к традициям и вот и культура инноваций, которые гармонично друг с другом балансируют в общей экосистеме. Вот почему я сейчас об этом сказала, потому что я уверена, что и в театре всегда есть люди, которые работают здесь десятилетиями, да, и, может быть, они где-то не просто им вникнуть вот в эту технологическую, так скажем, новинку, которая есть сегодня, но зато у них есть, может быть, опыт, которого нет у молодежи, да, и вот этот вот баланс, его сохранять, конечно, обязательно нужно. И мне кажется, что мудрый руководитель, он всегда держит у себя в коллективе, где бы он ни работал, в театре или в инвестиционном агентстве, или он работает в какой-то другой сфере, он всегда держит, так скажем, старейшин, мудрецов, хранителей традиций, и вот этот, соблюдает вот этот баланс с инновациями, с новичками, с креаторами, с создателями, с ребятами, которые идейные, инициативные, новые. И вот и именно, мне кажется, на пересечении этих вот разных постулатов рождается какая-то история, которая может быть конкурентоспособной в конечном итоге. Талия Альгизовна, вот мне стало случайно известно, что вы играете на фортепиано. Не хотите ли вы какой-то небольшой музыкальный подарок сделать нашим зрителям? Ну, давайте ради мы справедливости отметим, что все-таки у меня нет музыкального образования ни одного.
Я играла в оркестре, когда мне было 4 года, на треугольнике в консерватории. Здорово. Пока это вот как бы все, что меня как-то связывало с музыкой. Ну, конечно, да, любовь, да. И просто у меня стоял всегда фамильный старинный немецкий инструмент. Это пианино, который мне достался от прабабушки. На нем играла моя прабабушка, бабушка. И вот таким образом я просто тоже начала музицировать. Я, к сожалению, не владею нотной грамотой. И просто ради удовольствия иногда это делаю. Ну вот и сделайте ради удовольствия. Спасибо. Ходите в татарский театр. Вот у меня такой вопрос. Знаете, такой немножко, может быть, вы сейчас скажете, нет, все хорошо. Вот вам, молодой и красивой женщине, не сложно работать вот в коллективе, вообще в мире, таком достаточно патриархальном, если говорить о традициях, в основном все-таки действительно в сфере управления у нас и в сфере экономики это одни мужчины, Сложно. цисгендерные, белые цисгендерные мужчины. Очень сложно. Да? Да, мне приходится, наверное, работать в каком-то смысле сложнее, потому что, во-первых, конечно, ожидания от женщин больше. Вот во сколько встают на совещание, чтобы к 7 утра прийти мужчины, и во сколько женщины, мне кажется, немножко разное время, да? Да, потому пожалуй. что к моему внешнему виду всегда больше претензий, чем, например, к мужчинам, да? Да. Какие-то идеи, есть определенный скепсис. Просто у меня ведь мало того, что я женщина, я еще и молодая женщина, да? Да. И в этом смысле, конечно, тоже любое мое предложение, оно там имеет не двойную, а там четверную оценку, да? То есть переоценку там. Поэтому иногда я свои какие-то идеи закладываю в уста других людей, если мне очень нужно, чтобы это было быстро сделано. Иногда я стараюсь где-то уговорить человека, ну вот помочь там надо инвестору, у нас чиновники же тоже есть разные, есть там какие-то, которые очень важные, да, себя считают очень значимыми, и к ним тоже нужен подход. Вот я не могу позвонить и сказать, помоги там инвестору, приходится там улыбнуться где-то, да, и вот здесь мне помогает то, что я женщина, например. Но в целом, конечно, если говорить про работу международного характера, там западная история, там намного проще все это проходит, восточная история намного сложнее, конечно. То есть были случаи, когда президент отстаивал мое присутствие за столом переговоров в стране, да, в одной из стран, потому что просто это не в их культуре, несмотря на то, что я была полностью там закрыта, да. Иногда, когда сюда тоже эти делегации приезжают, и вот это исламское направление очень важно для нас сегодня, мне приходится для того, чтобы к себе человека расположить, да, и ну, какое-то время с ним провести, конечно, то есть 15-20 минут, они там, ну, первые 5 минут это точно, они настороженно рассматривают меня, там, вникают в то, что я говорю, там, да, ну, и там уже через час они понимают, что да, действительно, я там в определенном смысле профессионал своего дела, там, влияю на процессы какие-то, владею ситуацией, имею возможность им помогать для реализации инвестиционных проектов. То есть, ну, это какое-то время занимает, конечно, с восточными странами. Ну, да, сложно, но как-то, наверное, в этом есть определенная прелесть, какая-то трудность, которую ты вот преодолеваешь, и как-то вроде бы интереснее, что ли. Хорошо. А вот все-таки у вас большой стаж руководителя. Вы авторитарны? Как вы вообще формируете команду? Как вы создаете климат внутри коллектива? Ой, да, авторитарная, да? Злая я совсем. Ну, знаете как, все-таки, наверное,
Я заканчивала MBA и некоторое время проживала в Великобритании, пока училась. У меня мастерс там есть именно по HR, то есть по человеческим ресурсам, по управлению персоналом, людьми. И потом они вот говорят, что все это трансформировалось в управление индивидуальностями. Да? И там, в Великобритании, в этой системе образования, нам на лекциях рассказывали, что нужно в первую очередь видеть человека, всегда выслушать, всегда помочь. И когда я с этой философией приехала обратно в Российскую Федерацию, знаете, эта философия, я не хочу их систему образования ругать, она очень эффективна в определенном смысле, потому что там все завязано на том, что ты с утра до ночи сам читаешь и учишься очень много сам должен сделать, да, не преподаватель тебе все разжевывает, а вот все это происходит, так скажем, с твоей активностью. Разбилась вся эта философия о лодку нашего быта, вот, российского. Я пыталась быть доброй, быть там понимающей, да, для сотрудников, когда меня только назначили руководителем, но это, к сожалению, не приносит своих плодов. Не всегда люди могут это оценить, в большинстве случаев не могут. Воспринимают как слабость, доброту? Как слабость воспринимают доброту, и через некоторое время воспринимают это уже как должное, да, то есть уже не то, что я там иду на уступки в каком-то смысле, чтобы лояльность, так скажем, корпоративную создать, а что это уже моя прямая обязанность становится, понимаете? Поэтому в этом смысле, конечно, я пришла к более, может быть, жесткой модели с годами, я поняла, что если не требовать, если не контролировать, не осуществлять не только конечный, но и промежуточный контроль многих процессов, то просто результата не будет. А за результат я несу ответственность как руководитель этого коллектива. Поэтому, конечно, стараюсь я где-то проявлять свою человечность, насколько это вообще уместно, но по большей части все-таки достаточно авторитарная. Я как женщина, наверное, достаточно эмоциональная, и для меня очень важно, чтобы те решения, которые я принимаю, обязательно были рациональными. Да? Очень важно, чтобы я не под влиянием эмоций никаких решений не принимала вообще для грамотного менеджмента. Вот. Коллектив, ну что, я своих людей уважаю, в определенном смысле люблю, я тоже с определенной долей им доверяю, я стараюсь их выслушать, я очень поощряю инициативу. Я всегда спрашиваю, какие у вас есть предложения. То есть это не солдаты, которые должны вот выполнять то, что только написано. Это люди, которые, может быть, видят то, что не вижу я, да, в своей ситуации. Поэтому надо очень внимательно относиться к тому, что они говорят, прислушиваться, мне кажется, и вот как-то принимать решения уже, конечно, с учетом их мнения. И потом для меня очень важно, чтобы человеку нравилась работа. Если ему не нравится, если ему это не интересно, ну я лучше тогда его перемещу в какой-то другой отдел, да, если это не его работа. Потому что отдел сопровождения инвестиционных проектов – это вот бесконечная вот эта межведомственная работа. Отдел экспертизы инвестиционных проектов – это вот нужно, конечно, вникать в финансовые модели, технико-экономическое обоснование, прям каждую там, да, бухгалтерия, понятно. Маркетинг, который инвестиционным продвижением, выставками занимается, конференциями, круглыми столами, там, наверное, какие-то другие нужны, да, вот компетенции и навыки. Поэтому надо, чтобы человек именно вот ему нравилось это направление работы. И так бывает, что человек, который я его из экспертизы убираю, ставлю на какую-то работу по выставочным направлениям, и он уже совсем по-другому раскрывается. Это в том числе моя задача, наверное, как руководителя, увидеть вот это вот, прочувствовать эту историю, чтобы человек внутри системы мог развиваться, перемещаться и раскрывать себя, реализовывать себя. Ну вот чего больше в том, что произошло? Это наше такое мировоззрение, ведь руководя вы там инвестиционным фондом, например, в Великобритании, наверное, вполне та модель бы сгодилась бы. Добрый. Я думаю, это вот какая-то история с ментальностью, с нашей культурой, да. Даже вот посмотрите, как вот нас в школе, да, учили всегда. То есть ты сидишь, молчишь. Вот даже сегодня проходят занятия так, что вовлечение студентов это не всегда. Там совсем другая модель, что ли, культура другая, ментальность другая. Они по-другому привыкли. Для них корпоративная культура это больше, что ли, немножко, чем для нас. Вот. И я пытаюсь прививать какие-то вот эти положительные, как мне кажется, истории из других культур в нашу. Да, но это не всегда срабатывает.
А что это особенность нашего такого особого пути? Или мы, в принципе, можем поменять свое мировоззрение? Наверное, ребята, которые работают, коллеги у меня в агентстве, у меня коллектив небольшой, всего 40 человек работает, вот именно в теле, в аппарате, да, еще подведомственное учреждение есть. Они, наверное, привыкли в определенном смысле к изменениям, потому что я постоянно что-то новое внедряю, что-то новое пробую. Например, оценку меня и моих заместителей. То есть это они дают оценку, насколько мы хорошо ими руководим. Да, в других, я знаю, что мои коллеги там, в министерствах это не принято так делать. Да? Они не спрашивают у своих сотрудников, нравлюсь ли я тебе как руководитель, что я делаю не так, помоги мне развиваться. Да? Какие-то вещи, которые я внедряю туда, вот эти ротационные переходы, да, ну, определенные, они тоже вызывают, ну, там, как бы непринятие иногда, да, поэтому я стараюсь подбирать людей, которые гибкие, которые готовы меняться, которые воспринимают вот разные, так скажем, направления работы, ну, и в целом инвестициями заниматься не просто потому, что множество компетенций нужны. Это знание международного протокола и, конечно, мировой экономики, и, конечно, дипломатические связи нужно понимать, потому что эту страну стоя рядом сажать нельзя на мероприятия, да, они враги там, ну, или там у них недопонимание, назовем это так. Вот. Значит, нужно и понимать, как устроена бизнес-модели, как финмодели, как отрасли, потому что инвестиции мы то здравоохранение, то строительные материалы производим, то медицинское оборудование, то там какая-то нефтехимическая история, то машиностроение, да, ну, масса отраслей сегодня, которые есть в Татарстане, и всеми этими инвестициями занимаются ребята, у которых зарплата, ну, не такая большая. Поэтому, когда они проекты сопровождают, они там год-два сопровождают проект. Как правило, инвестор их переманивает к себе, потому что он предлагает им зарплату, ну, там, почти там, в 5, а то и в 10 раз больше, чем он получал здесь. И понятно, что, ну, можно понять в этой истории всех. И человека, который сопровождал этот проект, у которого явный рост, значит, и человека, который его к себе переманивает, инвестора, которому я помогала, он у меня персонал уводит, да? Вот. Уходят ребята и из агентства и в федеральный центр, вот в Минпромторг России. Сейчас вот агентство инвестиционного развития федеральное создали, туда тоже ушли, национальный центр ГЧП у меня забрали людей. Вот, то есть, ну, конечно, идет борьба за кадры идет. Ну, Татарстан в целом кузница кадров, это же вот и политика Рустама Нургалеевича тоже, он же очень много вкладывается в развитие персонала, и это приносит свои плоды, наверное, да. Он говорит, посмотри на это по-другому, теперь у тебя будет там свой человек, свой агент, ну, да, что ты переживаешь, да, он же к инвестору ушел, тоже будет здесь на нас работать, да. Ну, поэтому это тоже может быть вопрос восприятия в некотором смысле. Но вы это расцениваете как предательство? Уход такой? Я раньше очень переживала, на первых порах я вообще прям очень сильно расстраивалась из-за этого, думаю, как же так, я же тебе все помогла, твоим родственникам всем тоже там позвонила, добрые слова сказала, там, маме в день рождения твоей звонила, что у нее такой сын, там, или, ну, какие-то вот вещи, да, которые я там делаю для своих сотрудников, например, да, и там тебя отпустила, хотя могла не отпускать там куда-то, и, ну, вот там разные вещи, которые лояльность свою проявляла, вот, а сейчас я как-то проще, наверное, к этому отношусь, может быть, у каждого человека есть свой путь, и люди, они должны развиваться, каждый человек, он имеет право на личностный профессиональный рост, и поэтому, если я не могу ему, как профессионалу, предложить какую-то следующую амбициозную задачу, которая будет уже на порядок выше той по качеству, которую он решал раньше, то, наверное, надо отпускать людей с миром. Вот. Ну и пытаться как-то потом использовать их местонахождение на благо нашей республики. Ну, здорово. А вот что нужно сделать? Как надо накосячить, что напроказничать, чтобы перестать быть членом вашей команды? Ну, мой папа вот всегда мне говорил, каждому человеку надо давать 3 шанса. 3? Да, 3 он всегда говорил. Но я вот как-то с этим с трудом иду. Я иду к этой модели, но пока я до нее не дошла. Я даю максимум пока 2. Но я иду к тому, чтобы давать 3, да, надо быть как-то, видимо, добрее. Ну, как надо накосячить? Понятно, что есть дисциплина какая-то, это государственная служба гражданская. Да. Это ответственность, которую ты несешь. И ты ее взял на себя с этой должностью. В первую очередь ты взял на себя ответственность, потом уже все остальное. Да? Ты являешься членом большой команды инвестиционной нашей республики. Это и 100 промышленных парков, там, наши особые экономические зоны, ТАССеры. Это большой аппарат чиновников, которые с инвестициями работают по разным отраслям. Ты член этой команды.
Будь добр, пожалуйста, соответствовать этой команде по компетенциям, по уровню знаний, по уровню развития, как ты общаешься, какая у тебя идет вообще от тебя там вплоть до энергетика, да, потому что человек, он приходит, этот инвестор, он доверяет тебе свой капитал. Но это не так просто. Кому вы можете из незнакомых людей отдать свои деньги? Кому? Вот. А нам надо расположить, чтобы они вот вложили, да, сюда, в Татарстан. Это очень сложная задача. Поэтому, конечно, есть в первую очередь дисциплина. Есть приход на работу, электронные карты, уход, там все это фиксируется. Есть поручения в электронном документообороте, в электронном правительстве. Есть письма, которые я сразу перенаправляю в бухгалтерию, когда там я вижу ошибки. Если вместо «уважаемый» написано «уважаемая», да, вот, и все, уже ошибка идет. Да, когда ты много работаешь, ты ошибаешься. Наверное, какие-то вещи надо там прощать, но на них указывать, потому что ну, невозможно все делать всегда хорошо. Потому что, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот. Но в контексте того, что ты несешь большую ответственность, ты должен понимать, что ты говоришь, где ты говоришь, да, как представитель Республики Татарстан в других регионах, когда ты там на инвестиционных форумах или там в других странах. Тут, конечно, к персоналу очень высокие требования, вот, поэтому там накосячить легко на самом деле. Вот. Но я, правда, увольняла вот именно так, чтобы... С треском. Да, чтобы так прям серьезно, всего пару раз, наверное. Вот. Я очень стараюсь человеку объяснить, научить, подсказать, да, вот, и принять какое-то взвешенное решение. Потому что когда человек у тебя уже работает какой-то период времени, там, он все равно уже, ну, чуть-чуть лучше, чем какой-то вот новый, чуть-чуть лучше, потому что он уже обладает определенным объемом знаний, и поэтому он ценен. А когда человек чувствует, что он ценен, ему приятно, и он хочет, наверное, как-то уже тоже быть полезным в определенном смысле. Скажите, у вас вот такое интересное мышление, мне прям очень импонирует, правда, я это не ради интервью говорю. А что сформировало ваше мировоззрение? Были какие-то вот такие поворотные точки, которые... или это формировалось эволюционно, постепенно, или были какие-то, может быть, события, которые резко изменили отношение к тому, что вы делаете, к тому, что вы делаете в команде? Вот эта ответственность у вас прям сталь в голосе, когда ты ответственен, ты идешь на государственную службу прям. Ну, я думаю, наверное, это же какая-то совокупность факторов, да, вот каждый из нас состоит из, так скажем, множества событий, которые с нами происходят каждый день. И в быту, вот в этом профессиональном быту в том числе, с нами случаются, наверное, какие-то разные истории. Где-то негативные, где-то курьезные какие-то случаи, да? И все они формируют нашу личность с вами. Поэтому, конечно, тут большая доля – это семья. Конечно, я все-таки дочь офицера. Вот, мама у меня химик, лаборант, врач, химик-лаборант. Вот, она в лаборатории пестицидов работала, практически всю свою жизнь занималась этим. Поэтому, наверное, это вот семья, да, моя. Вот сестра у меня есть. Я тоже считаю, что это очень родная. Я тоже считаю, что это очень влияет на людей, когда у них есть родные сестры и братья, на их становление как личность. Потому что ты понимаешь, что есть кто-то еще, да, и вы вместе. Это влияет, мне кажется. Потом, ну, любое место, где я работала, любое место, где я училась, все-таки надо признаться, что я ведь успела и во Франции, и, там, и в Сингапуре, и в Канаде, и вот в Англии тоже, да, поучиться, и в других странах мира. Это вот как-то, наверное, ну, все вместе влияет. Эко-среда какая-то. В каком бы месте я ни была в своей жизни, даже в танцевальном ли коллективе, или там, вот я французский преподавала в школе там одно время, например, но где бы я ни была, у меня везде остаются всегда друзья на всю жизнь. То есть 1-2 человека из каждого места, с которыми я общаюсь. Со школы, с университета. Где бы они ни жили, в какой бы точке мира они ни были, я стараюсь эти контакты сохранить вот, и пытаюсь их дальше развивать. Потому что, конечно, те люди, которые с нами больше времени в жизни провели, наверное, для нас и ценность большую представляют. Правда ведь? Наверное. Вот. Поэтому, ну, сложно сказать, что там так повлияло. Наверное, все повлияло. И воспитание, и среда, в которой я расту. И я надеюсь, что дальше что-то повлияет тоже. Вот, что я тоже буду дальше развиваться. Я очень много работаю над собой, стараюсь как-то совершенствоваться и прививаю этот навык, в том числе своим подчиненным на работе. И в основном вот круг общения мой, друзья мои близкие, они тоже все над собой очень много работают.
читают, образовательные мероприятия посещают, потому что определенное счастье есть в личностном и профессиональном развитии. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно интервьюировать вас. Напоследок просто, может быть, какие-то пожелания нашим зрителям, тем, кто будет смотреть нас в Ютубе, и тем, кто придет к нам в зал. Спасибо вам большое за это время. Мне было очень приятно побывать снова в театре Камала. Я желаю вам зрителя благодарного, зрителя, который бы возвращался. Я желаю театру развития и наращивания компетенций, о которых мы сегодня много говорили, по коммерциализации, потому что это, конечно, часть моей работы. Я желаю актерам, артистам театра тоже всегда находить внутреннее вдохновение и свои силы, силу духа для того, чтобы выходить на эту сцену и каждый раз с каждым шагом новым на этой старой сцене внутри себя взращивать тоже новые мысли. Мне кажется, это тоже очень важно. Поэтому, конечно, всем тем, кто обеспечивает работу театра, большое желаю успехов, процветания. А зрителям вашим, как я уже сказала, желаю чаще ходите в театр.